По легенде, перед смертью он приготовил 40 лекарств, которые могли воскресить умершего. Когда врач скончался, его ученик приступил к воскрешению. Тело старца под действием лекарств становилось все более юным и свежим. Казалось, он вот-вот проснется и заговорит. Но от волнения ученик не смог удержать сосуд с последним 40-м чудесным составом. И тело учителя снова попало во власть тлена и разложения. Большую часть жизни он провел, скитаясь караванными путями. Он испытывал лишения и поднимался к вершине власти. Становился визирем и попадал в тюрьму, но ни на один день не прекращал научной работы. Современники в Средней Азии звали его Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Али ибн Сина, а благодарные потомки в Европе – Авиценна. Говоря современным языком, Авиценна был настоящим вундеркиндом. Сын чиновника, он уже в 10 лет выучил наизусть весь Коран, штудировал труды Аристотеля, Эвклида и Птолемея. Впоследствии Авиценна вспоминал: «Возвращаясь к ночи в свое жилище, я ставил светильник и погружался в чтение или письмо. И во сне продолжал я обдумывать те вопросы, которыми занимался наяву. Такую жизнь я вел, пока не овладел науками настолько, насколько это вообще доступно человеку». Но один вопрос особенно волновал его: можно ли сделать человека бессмертным? В 12 лет Авиценна приступил к изучению классических трудов врачей Древней Греции, Рима, Египта и Индии под руководством врача Масихи, убежденного последователя Гиппократа и Галена. К 16 годам Авиценна стал отличным врачом. Исправлял искривление позвоночника, удалял камни из мочевого пузыря, делал глазные операции. В 999 году Бухара была завоевана властителем соседнего государства. Авиценна и его учитель перебрались в Хорезм, но через несколько лет им снова пришлось бежать. Старый учитель нашел свою смерть в песках, Авиценна чудом остался жив. С тех пор, спасаясь от преследований вероломного султана Махмуда Газневи, Авиценна был вынужден жить под чужим именем. Случалось, научные работы он писал в седле во время долгих переездов. А когда его на 4 месяца заточили в тюрьму, ученый и там не прекращал работать. Всего за свою жизнь Авиценна создал более 400 трудов по астрономии, математике, геологии, философии, языкознанию и даже по теории музыки. По легенде, именно он изобрел распространенный в Средней Азии струнный смычковый инструмент гиджак. Но главным его трудом считается канон врачебной науки – медицинская энциклопедия, включившая в себя знания о здоровье и болезнях со времен античности, дополненные личными открытиями Авиценны. В точности анатомических описаний ученый превзошел самого Галена. Авиценна предположил, что болезни порождают невидимые существа, живущие в воде, в воздухе и в земле. Он умел различать 15 видов боли, 26 видов дыхания и 48 видов пульса 10 параметрами каждый. Однажды Авиценну позвали к сыну правителя Джурджана. Юноша лишился сна и отказывался от еды. Ни один врач не мог найти причину его болезни. Авиценна догадался, что юноша болен не телом, а душой, и что он страдает от несчастной любви. Врачеватель попросил называть все улицы города, а сам в это время прощупывал пульс больного. Когда была названа улица, где жила его любимая, пульс заметно участился. Когда упомянули владельца заветного дома, больной впал в беспокойство, а услышав имя его дочери, упал в обморок. Авиценна посоветовал правителю поскорее женить юношу. Открытый Авиценной принцип влияния эмоционального состояния
на физиологические параметры организма сегодня применяется в полиграфе, детекторе лжи. От праха черного и до небесных тел я тайно разгадал мудрейших слов и дел. Коварство я избег, распутав все узлы. Лишь узел смерти я распутать не сумел. Постоянные переезды и преследования властей подорвали здоровье Авиценны. Он умер в дороге. Его имущество было разграблено, библиотека погибла. Через 100 лет религиозные фанатики на главной площади Багдада сожгли его философские книги. Но канон врачебной науки стал универсальной медицинской энциклопедией во всех странах мира. А когда изобрели печатный станок, главный труд Авиценны стал второй после Библии книгой, изданной новым способом. В Средней Азии об Авиценне до сих пор слагают легенды и поют песни. Если сегодня назвать его имя врачам, они скажут, что Ибн Сина был великим врачом. Математики назовут его известным астрономом и математиком. Он теоретик геологии, скажут геологи, и теоретик музыки, добавят музыканты. И все они будут правы.